В эфире программа «Актуальное интервью». Как соблюдают якутяне режим самоизоляции в период пандемии, какие штрафы предусмотрены за нарушение режима и какие виды преступлений преобладают в эти дни. Об этом мы поговорим с заместителем руководителя оперативного штаба МВД по Якутии Михаилом Кондаковым. Михаил Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как соблюдают уровень самоизоляции якутяне? Расскажите, пожалуйста. На сегодняшний день, как вы уже знаете, 17 марта на основании указа главы Республики Саха-Якутия номер 1055 на территориях окружной администрации города Якутска, поселка Жатай, Алданского, Мирнинского, Неренгринского районов и поселка Нижний Бестях существуют определенные ограничения для жителей этих районов, которые обязывают граждан не покидать жилые дома. На сегодняшний день в целях реализации исполнения данного указа органы внутренних дел нацелены на проведение предупредительной работы прежде всего с населением и с привлечением виновных лиц, которые злостно игнорируют установленные правила, к административной ответственности. На сегодняшний день уже порядка 200 человек привлечены к административной ответственности за нарушение установленных правил. Расскажите, как именно сейчас ведется контроль за соблюдением режима самоизоляции? На сегодняшний день, как опять я повторюсь, на основании указа главы республики у нас население разделено на две категории. Те, которые обязаны находиться по местам жительства на самоизоляции, и по этим указанным ранее мной муниципальным районам не покидать жилые дома. Значит, самоизоляция, лиц, находящихся на самоизоляции, мы проверяем как по месту жительства путем обхода и диалога между сотрудником полиции и самоизолированными гражданами. При этом у нас прямые контакты с ними ограничены. Диалог проводится через дверь, через домофон, может быть через окно. Кроме этого, используем телефонные звонки, видеозвонки, используются возможности сегментов АПК «Безопасный город», ЦАФАП, ГИБДД, а также средств видеонаблюдения, имеющихся в жилых домах. Сейчас на улицах полицейские вручают уведомления гражданам и записывают их анкетные данные. Для чего это делается и куда они потом передаются? И после вручения скольки таких уведомлений может быть выписан штраф? Эти уведомления, вручение уведомлений и анкетирование граждан проводится для того, чтобы, во-первых, знать, с кем мы провели профилактическую работу. Там в этих анкетах указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, место жительства и номер сотового телефона. Далее, значит, уведомление там, где разъяснен порядок соблюдать установленные правила, вручается гражданину. Полученные сведения у нас обобщаются в рабочих группах территориальных органов внутренних дел. И если человек злостно нарушает установленные правила, то мы можем к этим гражданам применить меры административного воздействия за нарушение правил, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия. Уже появились случаи уклонения от изоляции. Как ведется поиск и всегда ли это удается? На сегодняшний день я вам хочу сказать, что на контроле уже стоят порядка 1500 человек на самоизоляции. На сегодняшний день в ходе проведенных проверок злостных нарушений режима самоизоляции нами выявлено не было. Однако у нас на сегодня имеется 5 правонарушений, то есть режима самоизоляции. По окончанию сроков самоизоляции виновные лица будут привлечены к административной ответственности. При этом следует учесть, что сроки давности привлечения к административной ответственности составляют год. То есть в течение года мы можем вернуться к тем же правонарушителям, принять в отношении них меры административного воздействия. Немало вопросов у горожан вызывают люди, которые в прямом смысле этого слова не имеют своего дома. Какая ведется работа по изоляции лиц без определенного места жительства?
Да, действительно, это у нас на сегодняшний день очень проблемный вопрос. Как вы знаете, Министерство внутренних дел не первый год во взаимодействии с уполномоченным по правам человека, с окружной администрацией города Якутска проводит работу по оказанию социальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по так называемым лицам без определенного места жительства. На сегодняшний день те некоммерческие общественные организации, которые оказывают помощь данной категории лиц, насколько я знаю, они переполнены. И вчера буквально вот ездил тоже вечером по городу, смотрел, что таких лиц у нас нет, количество таких лиц, к сожалению, не сократилось. Проблема существует на сегодня. Каков уровень преступности в республике с начала пандемии и объявления режима самоизоляции? Снизилась, либо повысилась ли статистика? Как обстоят дела в этом? Так, у нас режим повышенной готовности был введен с 17 марта, и потом до 30 апреля через определенное время были объявлены так называемые выходные дни. И в этот период времени, как раз таки вот с 17 по 30 марта, мы на территории республики отмечали рост тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, так называемые бытовые преступления. В целом же у нас оперативная обстановка на территории республики отмечается снижением общей количества регистрируемой преступности, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. Однако здесь причиной все-таки совершения тяжких преступлений в Якутии у нас является это злоупотребление спиртными напитками. Как правило, чаще всего преступления против жизни и здоровья граждан совершаются во время либо после совместного распития спиртных напитков. Михаил Алексеевич, судя по последним сообщениям, участились случаи мошенничества. Так ли это на самом деле и какие виды мошенничества сейчас наиболее распространены и какие новые способы обмана придумывают злоумышленники? Совершенно верно. У нас в связи, так скажем, с использованием среди населения, массовым использованием среди населения гаджетов, сотовых телефонов на территории республики обрела последние 3 года, наверное, даже 4 года в преступной сфере IT-технологий. Связано оно прежде всего с мошенничеством, электронным мошенничеством и с кражами с мобильных банков. Ситуация, которая происходит по стране, то есть виды мошенничества никак не трансформировались на коронавирус. Те мошенничества и хищения с банковских карт, которые были ранее, они до сих пор имеют место быть. Это, во-первых, снятие наличных, то есть снятие денежных средств с банковских счетов путем обмана, путем мошенничества, путем звонков каждому гражданину. Гражданину говорят, что звонят с банка, требуют назвать цифры, банковские реквизиты, пароли и так далее. Вот это тоже имеется. И второй момент – это уловки мошенников, когда люди, гоняясь, можно так сказать, за выгодой для себя, часто посещают объявления по купле-продаже тех или иных товаров, вещей повседневного обихода и попадают под уловки мошенников. На сегодняшний день порядка 500 таких преступлений зарегистрировано с начала года на территории республики. Общий ущерб, если мне память не изменяет, составляет 55 миллионов рублей. Сейчас еще распространение получили фейковые новости о коронавирусе. За них тоже полагается наказание в виде штрафа. Как быстро выявляете таких граждан и есть ли уже у нас примеры привлечения к такому наказанию? Сначала введение режима повышенной готовности на территории республики, то есть 17 марта, действительно по мессенджеру WhatsApp в социальных сетях распространялась так называемая фейковая информация. То есть информация предоставлялась, как будто бы она правдивая, но на самом деле она не имела никаких оснований. На сегодняшний день в органах внутренних дел зарегистрировано порядка 40 таких фактов. По ним уже 10 человек
привлечены к административной ответственности по статье 13.15, часть 9, там, где штраф варьируется от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. И на территории Ленского района у нас уже имеется одно судебное заседание, где виновное лицо было привлечено к административному штрафу в размере 15 тысяч рублей. Михаил Алексеевич, и в завершении, что вы можете сказать или пожелать нашим телезрителям? Уважаемые телезрители, в столь нестандартное для нас всех время хочу пожелать крепкого здоровья, стойкости, оптимизма, не поддаваться панике, правильно понимать и соблюдать установленные правила и ограничения, так как они направлены прежде всего на обеспечение нашей с вами безопасности. И мира и добра в каждый дом. Вот такие вот будут у меня пожелания. Михаил Алексеевич, благодарим за разговор. Думаю, теперь у наших телезрителей станет меньше вопросов на этот счет. Удачи вам в работе. Спасибо. О самоизоляции и том, какой контроль существует в этом направлении, мы говорили с заместителем руководителя оперативного штаба МВД по Якутии Михаилом Кондаковым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.